Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И уже в Якутске немного потеплело. Сегодня даже, по-моему, не минус 30, а чуть-чуть повыше температура. Ну и сегодня у нас тема пройдет про автомобили. Автомобиль нам требуется для того, чтобы проехать до Нюрбинского улуса, где будут проходить снежные гонки, Кубок Поршня в селе Кюндяре. Но прежде чем поехать, отправиться в путь, нужно, конечно, подготовить автомобиль, проверить его, потому что он стоял практически, всю зиму. По-моему, только когда было потепление в районе Нового года, я на нем передвигался. Но вот в морозы он, вот, как видите, даже оброс вот такой вот красивой снежной шапкой. Автомобиль Chevrolet Tahoe, и именно на нем я поеду в село Кюндяре. Это будет буквально через несколько дней, но перед этим нужно проверить автомобиль, нужно его, во-первых, запустить, посмотреть и собрать те вещи, которые необходимы будут достаточно такой, длительной дороги. Да? Дорога будет занимать где-то около одного дня. Так, что нам требуется? Во-первых, это, так как машина достаточно большая, потребуется вот метла для того, чтобы убрать весь вот этот вот снег. Но это чуть попозже. Самое главное сейчас это установить аккумулятор и запустить предпусковой подогреватель. Здесь установлен предпусковой подогреватель Eberspeicher. Ну что, давайте начнем. Так, откроется, не откроется. Ага, есть. Да, нюанс еще такой у американских автомобилей, в отличие от японцев. Если вот здесь не очистить снег, я вот сейчас уже открыл дверь, то есть весь снег попадает, часть снега попадает на кресло. Ну вот в целом то, что сейчас и произошло. Так, основная задача сейчас освободить капот и, соответственно, установить аккумулятор. Ой, сейчас упадет снег, кажется. Все. Весь мотор в линии. Стоял долго. Сейчас надо вот этот убрать аккумулятор и поставить более-менее заряженный. Вот автомобиль Toyota Corolla. Чтобы снять с него аккумулятор, нужен только ключ на 10. Да, соответственно, и все. Чтобы снять аккумулятор здесь, нужен ключ на 10, на 12, на 13. В некоторых случаях, по-моему, даже на 14, если не ошибаюсь. Плюс еще снимается стопор, вот нижний, который держит аккумулятор. Вот это все занимает, конечно, время. Так, сейчас питание пошло, значит, пока я буду до конца устанавливать аккумулятор, чтобы время не тратить, потому что нужно быстро разогреть автомобиль, нужно запускать предпусковой подогреватель. Сейчас проверим, все ли работает. Так, вот мы видим старые показатели, более месяца назад было, промелькнули, да, вот сейчас загрузилось приложение. Видим, напряжение аккумулятора нормальное, температура двигателя минус 35, в салоне минус 37. GSM, GPS, все работает. Сейчас нам нужно запустить предпусковой подогреватель. Сигнал пошел. Пошел звук. Принцип работы предпускового котла достаточно простой. Вначале включается помпа охлаждения, которая гоняет антифриз по контуру. Затем начинает работать топливный насос, загорается горелка, и через теплообменник огонь, с помощью огня
с помощью горения смеси бензина с кислородом, соответственно, начинает нагреваться антифриз. Все это начинает греть двигатель до заданных температур или по заданному времени, и затем уже вы приходите и можете запустить свой автомобиль. Все это работает, не нужно ничего подключать отдельного, да, работает от аккумулятора, и, соответственно, топливо берется из бензобака. Система, конечно, я думаю, где-то, наверное, рассчитана на работу до минус 30 градусов. Ну, как всегда, да, все производители это делают. Но в целом минус 50 тоже все это можно запускать. Тому пример вот этот автомобиль Toyota Corolla, который уже в течение 7 лет в таком режиме эксплуатируется. Единственное, когда температура падает ниже где-то, ну, в районе 40, ниже 40 градусов, конечно, уже критичное состояние аккумулятора, самого антифриза. Все должно быть, ну, такое качественное, чтобы не замерзло и ваш автомобиль нормально разогревался. Так, ну, с разговорами, конечно, все это гораздо дольше, на это все уходит время. Тем не менее, сегодня выпуск у нас достаточно должен быть информативный. Далее мы поедем к одному человеку в гараж, где сделаем осмотр автомобиля перед дорогой. И еще это очень опытный человек, который очень часто ездит в сторону Аймикона, Магадана. И с ним мы пообщаемся, он посоветует, что нужно брать в дорогу, как нужно, на что нужно обратить внимание и многое-многое другое. Поэтому оставайтесь с нами, не переключайтесь. Я вот пока мы на данный момент установили аккумулятор и запустили предпусковой подогреватель. Так, тут все. Не будем греть улицу и прикроем капот. Так, ну что, пока чистил, минут 20 уже прошло, двигатель уже 9 градусов, ну, надо его разогреть еще больше, чтобы все было прям горяченьким. Вот, сейчас займемся колесом, которое спустило, благо есть машина и компрессор. В целом на морозе все это очень хрупким становится, нужно действовать быстро. Я даже, по-моему, не успел особо. Уже провода задубели. Я даже не заметил вот эту проблему, потому что все в снегу. Вроде ходишь каждый день мимо машины. Ну вот, смотрите, колесо полностью спустило. Я вообще надеюсь, тут у нас нет зазоров. Надеюсь, все получится. Вот тут есть проблемная зона, скорее всего. Очень, может, даже и не получится сейчас ее накачать. И это большая проблема. Как говорится, не было печали, да? Здесь у нас пропускает воздух. Ну, даже не знаю, что тут сказать. Попробую поднять домкратом и, может быть, возможно, колесо чуть хотя бы немножко встанет и можно будет его накачать.
Ну что, друзья, план сработал, вроде бы здесь уже не пропускает, пальцы лучше держать подальше. Я надеюсь, сейчас колесо накачается, и, по-моему, уже время подходит к тому, чтобы запускать двигатель. В целом, предпусковой подогреватель перестал работать, уже отработал 45 минут. Сейчас, я думаю, нужно закончить с колесом и потом уже запустить машину. Холодно, холодно. Все кнопочки задубели. Это, по-моему, компакт-диск там ругается. Так, ну что, погнали. Так, все. Двигатель запущен. Пошла зарядка. Все. Пусть греется. Так, теперь пора заняться этим колесом. Ситуация такая же. Но тут вроде не так критично. Я думаю, домкрат больше не понадобится. В целом надо отметить, что машина уже работает. Как только я запустил, еще дополнительно снова запустил предпусковой подогреватель, потому что нужно побыстрее разогреть салон. Да, эти два колеса немного внесли свои коррективы. Я думал, почищу машину, запущу предпусковой подогреватель, потом выйду, покажу, как она запускается. Снова пойду домой пить чай. Но не тут-то было. Все в лучших традициях передачи испытана на себе. Это если 45 минут грел. Ну, в общем, мы с вами. Я тут уже на улице вокруг этой машины бегаю больше часа. Так, ну, теперь уже можно с чистой душой, спокойной совестью пойти погреться. Как нагреется автомобиль, мы с вами поедем на его осмотр. Моему очень хорошему знакомому Александру, который, помимо всего прочего, еще сделает дельные советы. Вот, что нужно брать с собой в дальнюю дорогу и, соответственно, как нужно осматривать и подготавливать автомобиль. Так, теперь растянутый компрессор уже не сложить нормально. В общем, закинем его в багажник, пусть там греется. Ну что, поехали в путь. Машина разогрета, температура, все приборы показывают нормальные данные. Вот, как вы видели, сейчас немного были сложности с троганием с места, потому что все как бы вокруг засыпало снегом небольшим слоем. И еще я увидел, что левое заднее колесо чуть-чуть приспущено. Ну, там, мне кажется, на взгляд где-то около 1 очка. Ну, думаю, не критично. Сейчас доедем до Александра и там и подкачаем, и проверим все. В целом у нас об этом сегодняшний выпуск, о подготовке автомобиля. Ну, на данный момент вроде все идет по графику. Чуть-чуть выбился из колес, немного подмерз, поэтому чуть побольше посидел дома, пообедал и в целом уже готов
двигаться дальше. Впрочем, как и автомобиль. Вот. Но при городской эксплуатации тоже есть нюансы. То есть тут одно дело, а совсем другое это выезжать на трассу. Поэтому сейчас, я думаю, будут очень полезны советы от Александра. Попробуем у него разузнать практически обо всем. Ну что, друзья, сейчас мы в гараже у Александра. Александр Гринчук. Да, мой хороший знакомый, профессиональный водитель, очень много раз ездил в Магадан, в Аймикон. В общем, большой опыт за плечами. Мы сейчас сняли мой автобокс, потому что, ну, чтобы зайти, да, и потом на подъемнике стать. Но в целом машина здесь. И, Александр, с чего нужно делать осмотр перед началом длинного пути, длительного? Ну что, машина у нас Chevrolet Tahoe, 2004 год, машина американец. Тут есть свои нюансы. Поначалу мы сейчас начнем первым делом двигатель, потом уже полезем по ходовку, поглядим. А так основные у нас мероприятия по двигателю. Проверка масла, проверка охлаждающей жидкости, проверка подтеков, проверка механизмов визуально. Посмотрим. Все, идем. Зачем? Давайте посмотрим первым делом жидкости, какие у нас залиты. Это у нас тормозная. Бачок стоит по уровень. Все нормально. Все хорошо. Так, визуально по аккумулятору проверяем клемму обязательно, потому что при тряске все клеммы отлетит, это обычно всегда проблемы. И как бы в первую очередь, если машина заглохла, то, скорее всего, в первую очередь может быть соскочившая клемма, это часто люди после зимы, бывает, не дотягивают эти болтики. Немножко лед, да, вот тут уже надо поджимать уже. Видно, что недавно, видимо, делал и не поджал клемму. Заодно, конечно, было бы всегда хорошо немножко их почистить, если после долгой зимы там бывает много окисления, это свинец, он окисляется, его почистить. Люди, бывает, подмазывают там ВДшкой, чтобы он не окислялся, и подтягивать. Обязательно надо подтянуть все это, подделать. Так, дальше с этой стороны. Обязательно первым смотрим мы на ремень двигателей. Переворачиваем и смотрим на состояние ремня изнутри. Нет ли трещин, хорошо ли он нормально натянутый. Потому что от ремня зависит у вас работа механизмов гидроусилителя руля, генератора. В некоторых двигателях это помпа, гидромуфта затянута. Она очень сильно влияет от ремня. И в дороге бы, если что-то случится с ремнем, особенно в наш мороз, это вот чревато большими последствиями. Смотрим ремень. Ремень отличный, трещин нету, потертости нету, ремень хорошо затянутый. Все, к нему вопросов у нас нету. Дальше смотрим визуально, осматриваем двигатель, что у нас тут бывает. Какие-то бывают перетертости, бывают провода плохо затянутые, что-то болтается. Что-то, в общем, может быть нештатно закреплено. Ну, тут все нормально. Давайте посмотрим уровень гидроусилителя жидкости. Находится у нас он здесь. Уж это у нас европеец. Тут немножко все по-другому. Уровень у нас здесь называют нижний риск, это у нас подлить. Верхний риск у нас должно быть на заглушенный двигатель, на щуп не закрученный. Должен быть уровень здесь. Ну, тут надо подливать. Жидкость немало, и она на дне. Ну, по этот уровень. Так, надо там, значит, запоминаем. Подтянуть клемму, долить жидкость. Гидроусилителя. Так, идем дальше. Так, это у нас охлаждающая жидкость. У нас здесь уровень идет по низу. Должна быть она у нас здесь, ее подливаем до этого уровня. Тоже долить. У нас до максимума подольем. Пускай стоит. Ну, видимо, за зиму либо с весны, она летом все равно жидкость это испаряется, потому что она постоянно горячая идет, и немножко все равно испарение у нее уходит. И надо хотя бы раз в сезон, надо ее посмотреть и выровнять уровень по этот уровень. Обязательно. Так, дальше у нас что идет? Двигатель. Уровень двигателя у нас проверяется, когда машина, если она у вас работала, вы ее поставили в гараж, чтобы она постояла хотя бы минут 15 и посмотрели по уровню. Здесь минимум, максимум, чтобы движок отстоялся, масло стекло поддон. То есть сразу как заглушил, нужно подождать? Нет, лучше подождать немножко, да. Либо с ночной стоянки рано утром это сделать проще. Да, цвет масла хороший, отличный, почти полный уровень, тут нормально, все у нас отлично. По коробке автомат. У нас тут есть нюанс. Уровень в автомате проверяется два времени есть. Когда коробка холодная и когда коробка горячая. Проверяется она как? Двигатель должен быть заведен. Если на ход горячий,
после поездки вы приезжаете, двигатель не глушите, машина заведенная, и проверяете на по этому уровню. Она у вас должна быть на уровне ход. Но тут сейчас не придышно, двигатель надо будет завести. Ну, визуально масло темное. Масло черное, да. Подменить надо. И всегда бывает две риски. Бывает ход и колд. Бывает. Вот здесь вот написано ход. И вот написано колд. То есть, когда коробка не прогретая, вы ее завели. Желательно все диапазоны провести вперед-назад. И на заведенном двигателе проверить уровень масла. Прям берете вот так на заведенный, втыкаете ее туда и смотрите. Предохранительно. Ну, визуально у нас все нормально, все хорошо. Если у нас лето, мы обязательно проверяем воздушный фильтр. Город Якутск — это у нас один из самых пыльных городов за последние 10 лет стал. И воздушный фильтр у нас является как бы, если он чистый и очень хороший, то и двигателю будет хорошо. Но такой пыли, поездкой, его обязательно посмотреть и поменять воздушный фильтр. После зима у нас, в принципе, особо проблем нету. Ну, люди обычно меняют один раз в год, это после осени, где-то август-сентябрь месяц. Если особо пыльно, если вы катаетесь по пыльным дорогам, то тогда желательно проверять каждый месяц. Потому что бывают такие регионы у нас, например, если поедете вы, например, куда-то в район Хандыги, дальше фильтра могут забиться за 2 поездки вообще вплоть до полного. Двигатель будет у вас задыхаться, и полная мощность у вас он не разовьет никак. Так, ну в целом сейчас мы, получается, сделали осмотр и, наверное, сейчас быстренько устраним, да, вот эти недочеты. Да, подольем, закрутим. Потому что чем больше пятно контакта на клемме, тем машине легче без сопротивления взять ток, особенно при старте. Ну, то есть отверткой ты вот здесь чуть подразжимаешь и сажаешь, да? Да, всегда сажайте клемму до конца. Вот она залезла. Пятно контакта хорошее, большой клеммы не будет греться. Чуть-чуть. Будет хороший запуск. Да, я еще подровняю, да. Сюда вот так. Вот у нас разговор про клемму пошел. Здесь получается мало того, что сама гайка получается без резьбы, да? Сорванная, то есть не затягивалась. Еще и вот этот вот коннектор, он вот это хочет, требует замены. Ну, теперь все у нас вот по фэншую. Убрали плохие коннекторы, обжали большим коннектором 2 провода и поменяли вот этот вот болт. Гидроусилитель. Друзья, я думал, сейчас как буду целиться. Смотрите, у Александра все есть. И грамм 50 залей, потом посмотри. Но вверх и потихонечку. Грамм 50, да? А давай так видно возьмем. А может... Ну тут не забывай, там она должна быть на дне. Щуп-то длинный. Так, и еще у нас что было? Антифриз. Антифриз, да, антифриз. Вот так вот будет видно. Сколько уровней. Давай, Лея, скажу стоп. Так, крышки закрыты. Тут все. Давай сейчас на подъемник выровняем. Ты что-то побрызгал даже, да? А? Что-то побрызгал? Ага. Ну, чтобы клеммы не окислялись, это такой лайфхак есть. Это типа смазки, да? Да, защитные смазки. Ты как относишься вообще вот подкапотное пространство войлоком утеплять или лучше вот этими автоодеялами? Автоодеяло сугубо я против. Да? Да, категорически. Потому что все равно от одеяла сделано на основе стекловатой. И как бы ее там тканью какой бы ни прошивали, все равно это все летит. В салон, подкапотное пространство, все. Со временем, да? Со временем, да. Мы вскрывали, смотрели фильтра салонные, которые были после автоодеяла. Они все слоем блестели от стекла. Тебе надо в середину подъемника. Так, подожди-ка. Так. Давай на меня, езжай прямо на меня. Давай. До упора. Давай. Стоп, прямо руль делай. Прямо. Давай назад. Сейчас нашли несколько мелких проблем в подкапотном пространстве, поэтому
У нас сейчас только время дошло до того, чтобы проверить ходовку. Ну и в целом, я думаю, перед любой дорогой, то есть я еду не завтра и даже не послезавтра, выезд будет, получается, через 4 дня. Вот, желательно, чтобы у вас был какой-то запас, если вдруг что-то, какая-то серьезная неисправность, чтобы ее можно было оперативно починить, ну, исправить, соответственно. А вообще, конечно, лучше готовиться не за 4 дня, а заранее и в целом все время следить периодически за состоянием автомобиля. Крестовины отличные. Ну, перед дорогой, да, их надо шприцевать, но есть крестовины, которые не шприцуются. Вот эта крестовина, она не шприцуемая, она одноразовая. И тем более вот американская система, у них крестовина, она 2 идет ухо, йог у них называется, здесь идет запрессовка. Вот. Более проще, чем на японских машинах сделано. Нормально, нормально. Нормально все. Нормально. Так, идем дальше, смотрим. Замена сальника на задний кардан, хвостовика на замену. Тут манжета стоит, там, наверное, сальник. Так думаю, он мокрый тоже. Так, тут нормально. Все нормально. Если обычно я по-простому проверяю втулки стабилизатора на просвет фонарем. Если дырки есть, он и просвечивается. Если дырок нет, то обычно никогда это все проблем нет. Все плотно сидит. Как только заставляется, появляются щели. Маленькая щель на замену втулки стабилизатора. Тут нормально все. Ходят уже. Колодки? Ага. Задние, да, на замену. Колодки. Маленький тонкий слой остался. Тонюсенький. Колодки задние тормозные пиши. Так. Что с колодками? Пару миллиметров. Осталось, да? Да. Наружная колодка нормально, видишь, сколько нормально. А это мало. Ага. Так, понятно, задние колодки. Колодки меняешь. Этого хватит буквально на месяц, на 1,5 и засвистит. Ну, тоже съездить можно? Сейчас. Съездить, наверное, можно. Ага. Тем более холодно сейчас. Угу. Так, ладно. Само успокоение, да? Главное, знаете, найти как эту грань тонкую между... И так сойдет, и реальными выводами, что нужно отремонтировать. Все-таки действительно... Ну вот ты, например, перед большой длительной поездкой машину за сколько начинаешь готовить? Или ты после каждой поездки готовишь? Я готовлю машину где-то за месяц. Потому что за неделю перед выездом поездки уже поздно что-то делать. Если что-то будет глобальное, то это можно не успеть сделать. А так как у меня заказчики договора все проплаченные, то лучше заранее начать делать. Осмотр с помощью Александра провели. Есть достаточно такое большое количество нюансов, которым нужно уделить, да, внимание. Самое критичное получается передний редуктор. Да. Сейчас. Течь довольно-таки такая сильная. Ну, ситуация тоже такая с такими автомобилями. Бывает, что запчастей подобных нет прямо в наличии в городе. В целом есть решение, можно заменить масло, да? И... Удалить до уровня, там капает. Ну, думаю, за неделю оно много не утечет. Можно съездить туда-обратно и потом уже заниматься уже ремонтом. Таких критических тогда, получается, неисправностей прямо нет? Нет, такого нет. Машина спокойно доедет, прекрасно. Но с собой надо не забывать, надо учесть те моменты, которые требует зимняя дальняя дорога. То есть вот у меня машина, грубо говоря, она подготовлена к дальней поездке. Что я вожу с собой самого необходимого? Вот про набор, который я говорил, который я вожу с собой. Хороший набор, нормальный, который всегда хорошо работает, всегда не травматичный, правильный набор. Вот такой вот. С железной ручкой. То есть в любых условиях, любую шину вы спокойно почистите без риска пораниться. Это очень такая довольно-таки травматичная штука. С собой возьмите хороший клей, с собой всегда проверяйте. Он бывает засыхает, бывает что-то такое. И жгутов желательно побольше. Бывают дырки большие, бывают маленькие. Иногда 2-3 жгута приходится загонять в одну дырку. Вот так вот. Дальше что я с собой вожу? Обязательно вожу с собой хороший для гаек вожу.
откручиваю этот, как он называется, крестовина? Срыватель. Срыватель, да. Либо я вожу с собой инструмент, электрический гайковерт, два варианта, потому что родной, который идет в комплекте с машиной, он может сломаться, он может загнуться, он может не подходить к гайкам, потому что люди возят всегда, бывает, 2 комплекта резин. У нас в Якутии так положено. На лето свой комплект резины, на зиму свой. Бывают гайки разные. И бывает, что родной ключ к этим гайкам не подходит. И поэтому вот такой он универсальный. Он позволяет очень быстро открутить. Вы его крестом делаете, он быстро закручивает, экономит время. Это же на улице холодно, минус 40 градусов. Не лето. Это надо все делать быстро. И будешь уверен в том, что ты затянешь хорошо колесо, и ты сможешь его, главное, открутить. Дальше что я вожу с собой? Ну, знак аварийной остановки, это понятно. Я вожу с собой обязательно длинный фал. Такой фал. Он длинный, и он резинка, динамо. Обязательно динамо. Динамометрический трос. Динамометрический трос, вот так и называется, да. Потому что вдруг что, кого-то вытащить с дороги, кого-то что-то подтянуть. То есть его принцип работы такой, что он растягивается, и в момент натяжения он более плавно переносит. Он не дергает машину, потому что вы можете по дороге остановить, например, КАМАЗ, который может вам помочь застрять. КАМАЗ дернет так, что он вам вырвет впереди все проушины, которые есть, он не подрасчитает, немножко газанет. Вот эта резинка, она поможет сгладить все вот эти резкие движения, мягенько, аккуратненько вытащить вашу машину, либо вы мягко можете помочь кому-то другому. Ну вот, обязательно вожу с собой запасной ремень, с собой вожу, нам подвесные. Это помогает всегда. Ну, всегда спокойно, душа, что что-то с ним случится в дороге. Ремни такая штука. У нас были случаи, что они рвались от попадания камня. Камень залетает из-под капотки сюда, и половина ремня вот так вот разрывается, и он начинает хлестать под капотом. Чпок, 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 едешь, смотришь, а у него половинка порвалась. Вроде все целое, а он рваный. Бывает, камни попадают. Такая штука, что он всегда должен быть с собой. И хороший компрессор. Обязательно берете компрессор, потому что накачать колесо в дороге это обязательно нужно. Что-то проколите, без него никак. Это у меня то, что как бы лежит всегда в машине и зимой, и летом. Но для дальнего поездки, например, когда еду в Магадан, я беру с собой другой ящик, в котором находятся более такие вещи, которые я могу отремонтировать в машине. На данный момент, в принципе, все, что сломается, кроме больших проблем двигателя и вариатора, я могу все это сделать в дороге. Так, давайте идем дальше. Пойдем к ящику. Так, ну, вот этот ящик спасал жизнь многим людям, и мне, когда в дороге что-то у меня ломалось, что-то происходило. Он скомплектован так, с учетом слез, ошибок моих, других людей. Что-то у них ломалось, и этот ящик всегда помогал. Что я с собой вожу на дальняк? Я вожу с собой вот эту подушку. Очень много было людей, которые стоят на стоянках, у них машина захлопнулась. Вот реально, даешь вот эту подушку и видишь слезы благодарности людей на глазах. Она помогает открыть машину, отжимает немножко окно. Что у меня был такой случай, но это был сафарь, и я делал это топором. Эта штука спасла на данный момент машин 2-3 по дороге, это я помогал. Так, о том случае, когда у вас порвался тормозной шланг, я вожу с собой вот эту штуку. Когда у вас порвался тормозной шланг, вы чувствуете, что у вас провалилась тормозная педаль. Ну, вы ее нажимаете, у вас загорелся красный значок, где-то у вас тормозной шланг лопнул. Вы идете к колесу, смотрите, где он порвался. И чуть выше его берете и пережимаете его вот так вот, как можно сильнее. И вы можете двигаться потихонечку, ехать. И причем у вас на машине имеются тормоза. Жидкость дальше вытекать не будет. Она зажимает намертво. Она будет висеть, прямо так оставляете ее под машиной и потихонечку едете. Вот эти чипцы как помогают. Вот, например, лопнул у вас шланг в этой стороне, текет, капает, да? Вы берете, вот так ставите его. Вот так. И зажимаете его до упора. Так вот. Все, и спокойно едете в сервис. Вот так она пережала шланг. Все, никуда она ничего не денется. Сильно, прямо сильно педаль тормоза не нажимайте, но спокойно вы можете доехать до места ремонта, в теплое место и спокойно поменять. Жидкость дальше уходить не будет. Но не забывайте, это колесо у вас будет уже не рабочее. Тормозить машина будет 3 колесами. И надо потихоньку, не развивая скорости, 10 км в час потихонечку доехать до места ремонта. Дальше что я с собой вожу? Обязательно вожу с собой размораживатель замков. Помогает. Замки примерзают, особенно после 2 дней на морозе. Двери не закрываются. Хлопаешь дверь, она никак. Зачинка замка заедает, лед попадает, все. И вот эта штука помогает. Брызгаешь, лед уходит, спокойно дверь закрывается. Помогает. Дальше что я вожу? Я вожу с собой запасную клемму. Она ломалась в дороге, а я ее вожу всегда с собой. Потому что она может сломаться у меня в любой момент, у людей в дороге. То я как запасную бросил всегда в
дороге что было у меня еще? У меня в дороге начал двигаться двигатель, греться двигатель. Значит. Вот этот клапан на машине отвалился. А, вообще отвалился? Да. Почему произошло, не знаю, хотя я пробки регулярно проверяю, но его не стало. И начала воздушить у меня система. Я после этого вожу с собой запасную пробку. Бывало люди, у которых греются двигателя, тоже пробка, я ее поэтому вожу. Она мне очень сильно помогает. Вожу с собой несколько штук, обязательно вот эти заклеивающиеся штуки. Потому что магаданская трасса, всегда пробиваешь колеса, и у шиномонтажников их может не быть. Идешь спокойно свою, тебе ставят. А я со своим, да? А я со своим, да. И спокойно тебе все делает. И все. Так, дальше что я с собой вожу? Я с собой вожу клей для колес. Вот он. Аптечка у меня здесь. Вожу с собой свечи запасные. Много раз было того, что ни с того, ни с сего заправишься плохим бензином или попадется какой-то мусор, двигатель начинает троить. Ну, неизвестно из-за чего, но это происходит. Свечи иногда летят. В дороге приходится менять свечи. У нас, видимо, качество бензина такое плохое. Дальше что? Обязательно я вожу с собой катушки зажигания. Вожу. Потому что машины, у которых катушки зажигания, они имеют обыкновение катушкой лететь. Потом на двигателе, которым еду, обязательно вожу с собой катушку. Пару раз было такое, за 11 лет у меня один раз в дороге полетела катушка. Причем ничего не сделать, на 3 цилиндрах, все, ты ее меняешь по дороге. Ну, проверить искру, там водитель уже знает, как сунуть, все это, там они уже понятно. Дальше обязательно с собой вожу бензонасос. Обычный тойотовский насос, в большинстве случаев он одинаковый. Было такое, что у нас в дороге летели бензонасосы. Едешь, падает мощность двигателя, начинает чихать, кашлять. Тут помогает один лайфхак. Бывает, что машину заглушил перед кафе, а завестись не можешь. Бензонасос не гудит. Мы обычно берем ухо горловины заливной, открываем крышку. Слышишь, жужжит моторчик, не жужжит. Но обычно, когда жужжит, слышно. А тут не жужжит. Берешь молоток или кувалду. Один человек заводит, а ты берешь таким массовым движением, хорошим, прямо бьешь по низу бензобака. Как кувалдой. Бум. А если пластиковый? Ну, через пластик можно там штырь поставить, через него тихонько. Там есть дырки все равно. И стучишь. Бензонасос от этого движения немножко вот так, ну, тут щеточка немножко перемыкает, и он начинает работать. Можно доехать, только двигатель не глушить. Как заглушите, вы опять его не заведете, опять будете стучать. Таким методом я доехал, ездил неделю. Ну, тут у меня по мелочи лежат. Обязательно вожу с собой лампы головного света. Было такое, что лампа перегорает, потому что тряска постоянная, и лампы меняю по дороге. Вожу с собой запасные ролики. Ну, это у меня от старой машины остались. Чтобы по дороге, потому что роликов бывает иногда, они заклинивают в дороге, бывает прошляпишь сам, бывает не поменяешь. Ролики я вожу. Ну, тут у меня от старой машины осталась большая часть. Ну, вот. Ну, получается, то, что касается автомобиля. И в целом, ну, понятно, что комплект зимней теплой одежды, теплые... Я в машине привык к тому, что у меня в машине жарко. Не жарко? Жарко. А, жарко. Да, считаю, что в машине должно быть тепло. Минус 40 градусов. Мы когда едем, я еду реально в футболочке, вот такой тонкой. И на ногах у меня тапочки, либо я еду без обуви вообще. Потому что сидеть ногами на горячей печке невозможно, чтобы сзади было тепло у пассажиров. Вот так. Но я имею в виду в случае вдруг какой-то ситуации. Всегда второй комплект одежды, теплый багажник всегда лежит. Для второй одежды комплекта я вожу теплую куртку, валенки с собой вожу, какие-нибудь подштанники вожу, ну и ритузы. Все, больше я такого ничего не вожу. Валенки — это вообще отличнейшая вещь, она лучше всей другой обуви намного. Валенки хорошо, что каждый год ты можешь покупать их новыми. Они стоят 1500 рублей новые. И очень часто бывает, у меня было такое, что вот хороший отдел ботинки ходишь, а заправка залита соляркой. Очень часто реально лужи, ты не заметишь это, садишься, а у тебя обувь пропиталась соляркой. Валенки в этом плане взял, выкинул, купил новые, поехал дальше. Друзья, ну что, у нас сегодня второй день. Вчера с Александром мы проверили весь автомобиль, и сейчас критические моменты будем устранять. Но есть такая проблема, что сальники для переднего редуктора я заказал, но они придут в среду, да, ну, в целом достаточно оперативно, но я выезжаю во вторник, поэтому пока решили просто слить старое масло, залить новое. Это что касается переднего редуктора. Сейчас проверим уровень масла в заднем редукторе. И для раздатки на доливку я тоже взял масло. Бигстром туда льется. Значит,
там у нас тоже проблемка есть, немного такие мокрые сальники. Все это сейчас проверим, дольем, и в целом автомобиль готов для поездки. В целом достаточно быстро все сделали, поэтому даже есть такое время, что Александр посмотрел на мои фары и говорит, давай-ка мы их полирнем, что они будут лучше светить. По сути, нужно снимать полностью фару, да, и отдавать на полировку. А так, вручную, оказывается, тоже можно. Вот. Единственный нюанс, конечно, здесь вот в этих частях остается не полированная часть, но нам нужно, чтобы фара светила хорошо, поэтому достаточно эффективно. Вот так лучше видно. Вот было, и стало. И вот так было. Сейчас я отполирую вот эту фару. Там как бы такой абразив, да, или что? Ну, это мелкая полировальная паста. Пора ходуном ходит. Ну, крепежки бедные плачут от усталости. Потом протираешь сухой тряпкой. Лучше всего эффект, конечно, достигается, когда делаешь сухой бумагой. Ну, когда быстрее происходит. Полировальная паста, да? Все. 2 минуты и готово. И будет яркий свет. Хотелось бы еще раз сказать спасибо Александру. Хороших тоже, Александр, дорог, хороших туристов, спокойных, да. Вот. И всего самого наилучшего. Оставайтесь с нами. Испытано на себе.